Стихийная торговля – это проблема каждого рынка. Ситуация с Сожским базаром и вовсе головная боль районной администрации. Эта торговая площадка уже давно вышла за свои рамки, и окрестные улицы превратились в продолжение рынка. Однако стихийные торговцы пошли дальше. Сегодня на встрече с журналистами они заявили, что учредители торгового центра Ала-Арча якобы незаконно захватили территорию тротуара вокруг, где они раньше и торговали. Так ли это на самом деле? Ситуация разбиралась Эльвира Сатыбекова. Сотни машин и торговых рядов, тысячи людей, продавцов, тачкистов, покупателей. Такая обычная картина на Ожском рынке. Здесь около 10 тысяч продавцов. Среди них есть и стихийные торговцы, которые, не имеют каких-либо разрешительных документов на торговлю, продают, где есть свободное место. Некоторые из них недовольны тем, что учредители торгового центра Ала-Арча якобы незаконно захватили прилегающую территорию, где они и торговали. Я продаю на рынке уже более 10 лет, однако у меня нет постоянного места работы на рынке. Стою там, где свободно. Раньше продавала возле торгового центра Ала-Арча, но сейчас там идет ремонт. Мы считаем, что они незаконно захватили прилегающую территорию. Теперь нам негде торговать. Администрация торгового центра, в свою очередь, заявила, что на эту прилегающую территорию все разрешительные документы имеются. Более того, составлен проект совместно с мэрией и Бишкек-главархитектурой. Позже это здание станет современным торговым центром со всеми удобствами для покупателей и продавцов. Сейчас активно идет ремонт. Прилегающую территорию мы хотим привести в порядок, чтобы там не стояли, не продавали лепешками, носками и водой, а были скамейки, где бы покупатели с детьми могли отдохнуть. Все разрешающие документы мы давно собрали, так что все у нас законно. В Бишкек-главархитектуре отметили, что реконструировать это здание должны были еще 10 лет назад, но, видимо, по некоторым причинам бывшие учредители тянули этот вопрос. На муниципальную территорию объект не выходит, все сделано в пределах государственного акта, то есть на территории частной собственности заказчика. Был совершен выезд на место для произведения замеров по факту, и тротуар сохраняется. Борьба со стихийными торговцами идет не первый год. Для этого создавали комиссии, мобильные группы из представителей всех надзорных органов. Но, как видим, толку мало. Ответ у стихийных торговцев неизменный. Нужно кормить семью и зарабатывать на жизнь. Впрочем, так же, как и тем, кто торгует внутри рынка, при этом платят налоги государству. Торговые точки для аренды в положенных местах для стихийных торговцев есть. Однако и туда они не стремятся попасть. Эльвира Сатыбекова, Чингис Джумагулов, Общественный, Первый канал.